В Таджикистане осужденные за уголовные преступления по статьям взяточничества и сексуальные домогательства теперь смогут выходить из-под стражи после уплаты штрафа. Если раньше взяточникам грозило от 5 до 12 лет тюремного заключения, а домогательства карались 2 годами лишения свободы, то сегодня достаточно заплатить 200 сомони или $25 за каждый день на воле на срок наказания. Данный шаг правительства можно считать гуманным актом, говорят чиновники, и замена заключения штрафами практикуется многими странами. Но согласно проведенному опросу, на улицах столицы нововведение не имеет поддержки населения. Например, штрафы за сексуальные домогательства вызывают возмущение у девушек и женщин. Конечно же, надо его посадить. Почему? Ну, потому что его один раз наказали хорошенько, чтобы в следующий раз к женщине не домогался. Поэтому... Нет, мы считаем, что все-таки надо другие меры. Если это доказано, то есть если он виновен, то это не штрафом надо откупаться. Нет, не согласна. Почему? Ну как, за это надо наказывать? Я думаю, чтобы лучше, конечно, было, чтобы посадили их надолго. Однако некоторые эксперты считают, что штрафы – это все же решение проблемы. Такие меры помогут государству сэкономить на содержании заключенных и пополнить госбюджет. В период экономического кризиса, который мы сейчас переживаем, за совершение коррумпированных преступлений направлять людей в тюрьмы или в места лишения свободы, это означает, что это лишние потраты государства. То есть государство на содержание этих лиц очень большие суммы денег расходует. Поправки не исключают возможность лишения свободы. И в любом случае чиновник, пойманный на получении взятки, не может занимать никаких должностей в государственных структурах. Суд в обязательном порядке будет учитывать личность подсудимого. Вот в графе, где мы о личности подсудимого говорим, это все охватывает. И прошлое его, и настоящее. Если он ранее за это привлекался или осуждался, то в обязательном порядке суд будет это учитывать. И, конечно, он соразмерное наказание будет назначать. Другие эксперты уверены, что поправки в статью Уголовного кодекса дадут новый виток коррупции в стране. Чиновники будут не так сильно бояться брать деньги, а обвиняемые в сексуальных домогательствах и даче получения взяток будут стараться подкупить судей, чтобы выбрать меру пресечения.